Всем привет! Вы находитесь на канале MotorTime, и сегодня мы поговорим о 5 самых интересных спорткарах на постсоветском пространстве. Выпуск хороших спортивных автомобилей – это прерогатива не только крупных, всемирно известных автопроизводителей. Все чаще заявляют о себе на этом рынке небольшие компании, созданные совсем недавно, именно для производства статусных суперкаров. В том числе существуют такие попытки и на постсоветском пространстве. Приятного просмотра! Это разработка Московского технического университета имени Баумана. Он был представлен в августе 2014 года на Московском автосалоне в виде полноразмерного макета. Спорткар Крым создан на базе шасси автомобиля Лады Калина. Это позволит максимально удешевить производство, а также избавить владельцев машины от недостатка деталей в сервисных центрах и СТО. Но со временем авторы проекта планируют создать для него собственную технологическую начинку, чтобы развить автомобиль в полностью самостоятельную и полноценную модель. О начале производства собственного спортивного автомобиля мечтает и Украина. Недавно специалисты из запорожской тюнинговой компании Askania Decision Car Styling Studio представили дизайн машины, которая пока что носит весьма странное рабочее название – первый спорткар Украины номер 1. Но в будущем оно может еще измениться на более емкое и броское имя. На данный момент технические характеристики автомобиля неизвестны. Автомобиль существует лишь в виде полноразмерной копии, которая находится в музее автозавода ЗАЗ. Латвийская компания Darts Motors хорошо известна любителям дорогих статусных автомобилей. Одной из моделей является автомобиль Darts Brom Nagel. Производитель позиционирует эту машину в качестве первого в мире бронированного спорткара. Автомобиль будет обладать двигателем мощностью 2000 лошадиных сил, что сделает его одним из самых мощных авто в современной истории. Darts Brom Nagel – это совместный проект компании Darts Motor и Grey Decision, последняя из которых занимается разработкой элитных яхт. На первом месте у нас расположились спорткары Маруся B1 и Маруся B2. Эта фирма была создана в Москве в 2007 году, и уже в первый год своего существования она представила первый концепт спорткара, который потом был доработан в автомобиль Маруся B1. Впоследствии появился еще один, усовершенствованный его вариант Маруся B2 и мощностью 420 лошадиных сил, благодаря которому он мог разгоняться до скорости 250 км в час. А на этом у меня все. Напишите в комментарии, какой из данных спорткаров вам больше всего понравился. Ставьте лайк. Всем удачи и до скорых встреч!